Сделать свое творчество не просто достоянием общественности, а чтобы каждое выступление вызывало шквал позитивных эмоций у зрителей. Примерно под таким девизом работает ансамбль песни и танца из села Чутеево Янтиковского района. 11 местных жителей основали коллектив 4 года назад. С тех пор радуют сельчан концертами. Причем к исполнению номеров готовятся серьезно. Продумывают движения и каждую деталь в костюме. А той, которая помогает коллективу красиво выйти на сцену, в нашем материале. Вот так, нанизывая одну бусину на другую, коротает длинные зимние вечера Елизавета Шамбулина. Бисероплетение пенсионерка освоила 2 года назад. И с тех пор создала не один десяток образов чувашской красавицы. Мастерица расшивает национальные головные уборы, хушпо, масмак и тухью и нагрудные украшения маниста. Рукодельница признается, это только на первый взгляд работать с бисером легко. На самом деле материал весьма капризный, требующий немалой сноровки. Затянул, да, но сразу не вышло. Там и ошибки были. Сразу не вышло, не получилось. Сразу там переделывала, распускала, еще делала. Все получилось у меня. И все пошло-поехало. И хочется делать, и делать хочется все время сейчас. Все так и красиво выходит все равно, если делаешь. Душа радуется. Желание расшивать национальную одежду бисером у Елизаветы Павловны возникло не на пустом месте. В деревенской жизни, где все хлопоты в основном связаны с ведением хозяйства, то скотину покормить, то за огородом присмотреть, пенсионерка обязательно находит время на творчество. 4 с небольшим года назад в Чутеево отстроили новый дом культуры. Местные жители организовали здесь свой ансамбль, стали часто устраивать концерты для сельчан, а еще участвовать в разных конкурсах. В коллективе посчитали, для презентабельности артистам просто необходимы красивые костюмы. Вот и решила Елизавета Шамбулина приодеть каждую из 11 участниц коллектива. Тухья были, старые были тухья. Там и эти бусинки оторвались, и эти денежки оторвались, ремонтировали сами, делали его. Хотелось новенького делать. А сейчас смотрят, когда мы в районе ездим, там смотрят, говорят, о, как научиться это делать, как научиться это делать. Фотографируют даже. Вот. Ну, когда вот на концерты мы в деревнях были, нас хорошо встречали. С аплодисментами? Ну да, с аплодисментами. Особенно вот в татарской деревне в Казахстане у нас очень с аплодисментами встретили. И полный зал зрителей был, что нас удивило, даже не ожидали. В местном клубе говорят, не ожидали, что с появлением новенького здания тяга к творчеству у сельчан возрастет в разы. В ДК помимо танцев и песен еще можно поиграть в настольный теннис или шашки. Это очень здорово. Мне очень нравится и всем нравится вот так ходить. Ежедневно ходим с понедельника до пятницы. Это и здоровье, это и веселое настроение, это и жизнь продолжается. Жизнь продолжается даже на пенсии. По таким девизам живет и Елизавета Шамбулина. Помимо бисероплетения, она увлекается алмазной мозаикой, вышивкой и вязанием. Еще одно дело, которое не дает сердцу покоя – это цветы. Все орхидеи на подоконнике в доме выращены ее заботливыми руками. От смены направления деятельности, делится мастерица, в голове чаще рождаются новые идеи. А они в творчестве очень нужны. Еще столько нерасшитых витиеватыми чувашскими узорами, головных уборов и костюмов. Их рукодельницы заказали уже артисты из соседних деревень. Евгения Зиновьева, Алена Артемкина, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.